В это воскресенье жители нашей страны отметили один из самых теплых и нежных праздников. Всю прошедшую неделю сосногорцы поздравляли мам и бабушек с замечательным днем. Так, например, 22 ноября воспитанники Дома детского творчества подготовили тематический концерт. Мероприятие прошло в уютной обстановке, насыщенной детскими песнями, танцами и стихами. А уже 25 ноября жителей и гостей города ждал концерт «Песня душа народа» с участием гостей столицы Коми. Свое творчество для мам и бабушек дарили ансамбль народной песни «Северная околица» и квартет народных инструментов «Дивертисмент» из Сыктывкара. Они привезли с собой по-настоящему богатый запас душевных песен. Изобилие музыкальных инструментов и ярких костюмов радовали зрителей с начала и до конца. Ведь репертуар коллектива очень разнообразен. От обрядовых фольклорных произведений до песен современных российских авторов, не только русских, но и коми. Концерт прошел под бурные аплодисменты довольных зрителей. Ведь тандем этих двух коллективов поистине создает положительное мнение о развитии коми-культуры и культуры в целом во всей нашей республике. Так что равнодушных к их творчеству в стенах горизонта не осталось. Вот уже 6-й год подряд в нашем городе проходит муниципальный фестиваль воспитанников дошкольных учреждений «Сосногорские бусинки». И каждый раз это настоящая феерия юных талантов. Фестиваль по традиции собрал участников не только из городских детских садов. Свои тематические номера привезли малыши из Устюхты, Нижнего Одесса и других поселков района. В этом году программа фестиваля была посвящена любимым мультфильмам. Несмотря на то, что артисты еще совсем маленькие, к подготовке своих выступлений они подошли по-взрослому. За кулисами царила настоящая концертная суета. Готовясь к своему выходу, артисты наблюдали за другими. Главное – не пропустить свой выход. Не меньшее волнение царило и в зале. Еще бы, ведь зритель в этот день был самый благодарный. Мамы и папы, бабушки и дедушки не скупились на аплодисменты. Да и как тут не хлопать? К слову, этот фестиваль традиционно собирает огромное количество зрителей. Вот и в этом году буквально яблоку негде было упасть. Среди гостей и исполняющий обязанности главы района Сергей Дегтяренко. Замечательные номера, прекрасное выступление. Мне очень понравилось. Я надеюсь, что всем жителям, пришедшим на этот концерт доставил истинное удовольствие. Что вам хотелось пожелать, наверное, фестивалю «Сосногорские бусинки»? Ну, конечно же, в первую очередь я пожелаю, чтобы он продолжался ежегодно. И с каждым годом он становился все массовее, все интереснее, все успешнее и популярнее в нашем городе. Всего в мероприятии приняло участие 15 детских садов. Каждый из них получил памятный диплом. Но главное, что фестиваль в очередной раз доказал, что творчеству все возрасты покорны.
На минувших выходных победой сосногорских спортсменов завершилось первенство Республики Коми по мини-футболу среди юношей 6-7 годов рождения. Игры проходили в универсальном спортивном комплексе «Метеор». Среди участников команды из 8 муниципалитетов республики. Мы рады приветствовать вас на церемонии закрытия первенства Республики Коми по мини-футболу среди юношей 2006-2007 года рождения. Мы всех благодарим за участие в наших соревнованиях. В течение 4 игровых дней за звание чемпиона региона боролись команды из Сыктывкара, Ухты, Сосногорска, Ударского, Троицко-Печорского и Княж-Погосского районов. В финальной встрече с ухтинской командой спортсмены из Сосногорска забили в ворота соперников 3 мяча, при этом не пропустив ни одного. Отметим, что финальный гол наши футболисты забили на последней минуте матча. По словам главного судьи, в данных соревнованиях показали себя с хорошей стороны абсолютно все спортсмены. Так, например, гости из столицы Коми привезли на состязание сразу 2 команды, одна из которых увезла из Сосногорска бронзу. Вообще в Сосногорске всегда очень теплый, радушный прием. Проживание очень хорошего качества. Питаемся здесь, в «Метеоре», в комплексе. Все очень удобно, доступно. Атмосфера очень хорошая. Много родителей приходят посмотреть. С нами тоже приехали родители, тоже поддерживают нас. Атмосфера на трибунах очень радушная, все друга знаем. Итоги всех матчей выдались такими. 3-е место у Сыктывкара, серебро увезла Ухта. А самыми непобедимыми по результатам прошедших дней стали сосногорские футболисты.